самые главные новости дня. В эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Ликвидацию стихийной торговли обсудили сегодня в Совете министров. Заседание коллегии в Госкомнадзе состоялось сегодня. Современные информационные технологии. Эту тему обсудили на научно-практической конференции. Ученики Судакской 3-й школы вынуждены учиться во вторую смену. Об этом и не только в течение следующих полчаса. Первый в этом году саммит лидеров Нормандской четверки прошел в Берлине. Встреча лидеров России, Германии, Украины и Франции, Владимира Путина, Ангелы Меркель, Петра Порошенко и Франсуа Олланда началась вечером в среду и завершилась уже за полночь. В центре внимания были дальнейшие шаги по разрешению конфликта на Донбассе. Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги встречи. Мы подтвердили, что продолжим работу совместную на политическом треке, в том числе в плане окончательных договоренностей по порядке имплементации и введения в действие договора о особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой области, в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике. Также Владимир Путин подчеркнул, что ему удалось в Берлине донести до коллег российскую позицию о том, как победить терроризм в Сирии. Мы проинформировали также о нашем намерении российской стороны продлить, насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации на территории, продлить паузу в нанесении авиационных ударов. И действительно мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнемся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо. Ну и рассчитываем на то, что наши партнеры, прежде всего американские партнеры, сделают все, что они обещали до сих пор по разведению террористов Джабхат аль-Нусры и же с ними таких же террористических организаций от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу. Сегодня состоялось заседание Совета министров Республики Крым. В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов. Среди важных был рассмотрен вопрос об организации работы по ликвидации стихийной торговли в городе Симферополе, об уборке территории, а также обращениях граждан на горячую линию Совета министров. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев предоставил информацию об организации работы по ликвидации стихийной торговли в городе Симферополе. У нас обозначены основные стихийные места, которые сформировались достаточно за долгий период времени, там десятилетиями практически. Все мы их знаем, это центральный рынок, который по периметру в принципе весь обустроен стихийной торговлей. Дмитрия Ульянова, это также прилегающая территория к рынку. Киевская – это рынок Русь, Тренева – это Куйбышевский рынок, проспект Победы – это рынок Броня. То есть, если так сделать анализ, конечно, это те территории, которые считаются наиболее выгодными для торговли, потому что они являются наиболее проходными. Мы поставили себе такую, может быть, амбициозную цель, но в течение месяца искоренить такой принцип подхода к тому, что торгуют в неустановленных местах. Постараемся это сделать. Спасибо правоохранительным органам, спасибо вице-премьерам, которые межведомственные совещания проводят. Мы координируемся в этих действиях. Я думаю, совместными усилиями у нас все получится. Также Геннадий Бахарев в ходе своего доклада сообщил главе республики об увольнении главы департамента городского хозяйства Александра Буслаева. Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания с главами муниципальных образований распорядился до 10 октября уволить ответственных за уборку мусора в Симферополе. Однако руководитель департамента ушел на больничный. Руководитель, который в данном случае занимался этими процессами, который сначала сказал в мае месяце: дайте 100 миллионов и все вопросы будут решены. Да, кстати, мы его уволили. Уволили. Вот видите, как таблетки помогают иногда, тоже бывает. Да, но просто другого варианта-то у вас нет. То есть вы сегодня должны заявиться. Если по аналогии с другими городами будет понятно, что действительно все-таки для качественного ведения порядка необходима такая сумма,
я считаю, что надо совместно будет ее искать. Вы, главное, должны этот вопрос обосновать и согласовать с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. А дальше уже будем поддерживать так или иначе, и все-таки научиться убирать. Это задача, которая перед любыми властями стоит, и надо все держать в чистоте. Министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Карпов в своем докладе сообщил об обстановке по уборке территории в городе Симферополе, а также о ходе подключения отопления. На сегодняшний момент у нас 170 фактов административных правонарушений, 67 это ДРСУ Крым и 111 МУП Экоград. Мы на сегодняшний день составили дорожную карту с городом по ликвидации стихийки, проводим методическую работу с ними. По теплу все вопросы устранили? Да, Сереж, вчера что все вопросы вчера, которые на ВКС поднимались, плюс то, что поступило нам еще в течение этих суток на горячую линию, мы оперативно все закрыли вчера. То есть даже в той больнице железнодорожной, где у нас было не готово сети, к ночи труба была протянута, и мы дали тепло в больницу. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил журналистам, что объездная дорога Дубки-Левадки будет построена к концу 2017 года, а к концу текущего года будут закончены земляные работы, на которые выделено 2,5 миллиарда рублей. В этом году 2,5 миллиарда на земляные работы. В общем, то есть работ по закладке асфальтового покрытия нет и в планах не было, то есть в данном случае. То есть вот проектные документы должны выйти с экспертизы, еще не вышли, к большому сожалению. Вот ожидаем там, что должны до 1 ноября из главы госэкспертизы передать. Такой объем земляных работ на ту сумму, то есть 2,5 миллиарда, я считаю, что выполнить возможно, а там чистовых работ нет. Надо просто сконцентрировать большое количество грузовой техники, экскаваторов, тракторов, грейдеров, все, то есть как бы и вот выполнить грязную работу. На мой взгляд, то есть как бы это сделать можно. Подрядчик сейчас находится на объекте. Контроль есть там в данном случае. Количество единиц техники, там сегодня там вот больше 8 единиц, обещают, что будет работать больше 50 буквально в ближайшие дни. А до 2017 года, ну общий объем 9 миллиардов, до конца 2017 года дорога уже должна быть построена и введена в эксплуатацию. Поэтому этот год в плане только земляные работы. Также Сергей Аксенов сообщил, что вице-премьер Крыма Олег Казурин заканчивает в Москве согласование схемы подходов к Крымскому мосту. Глава республики подчеркнул, что контракты все уже заключены и работы будут проведены в срок. В марте 2017 года по трассе Таврида и по подходам к мосту все будет выполнено. Пока идет все по графику, уточнил глава республики. Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. Новым министром сельского хозяйства Республики Крым стал Андрей Рюмшин. Коллективу его представил вице-премьер крымского правительства Юрий Гацанюк. Вице-премьер также озвучил приоритетные задачи Минсельхоза, завершение сельскохозяйственного года и освоение бюджетных средств по экономически значимым региональным программам. В Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым состоялось заседание коллегии, где обсуждались важные вопросы, а также были зачитаны доклады муниципалитетов. Тему продолжит наш корреспондент София Шукурова. На заседании коллегии Государственного комитета обсуждали вопросы освоения бюджета, работу с гражданами, обратившимися в комитет, а также выполнение федеральной целевой программы по выделению средств на завершение строительства единоразовой материальной помощи гражданам из числа реабилитированных народов. Все работы по реализации ФЦП идут в соответствии с графиками. И до конца 2016 года по заключенным контрактам все проектные организации должны завершить работы по проектированию и получению положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, хочу отметить, что в 2016 году у нас предусмотрены средства на строительно-монтажные работы в размере 576 тысяч. То есть начинается реализация 9 проектов, 10 проектов. Это 7 детских садов, 2 школы и Центр политической культуры и молодежи. Основные работы завершаются, и на 2017 год у нас планируется по реализации ФЦП строительство 12 объектов жилищного направления практически во всех регионах Крыма и строительство объектов коммунального назначения по тем объектам, по которым в этом году будут завершены проектные работы. Также представители администрации города Саки, Первомайского, Кировского и Советского районов рассказали о проделанной работе и освоении средств на выкуп жилья. В ходе заседания выступающие отметили, что выделенные средства по федеральной целевой программе будут освоены в срок. Администрация ведется систематический мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе. Фактов правонарушений, способных перерасти в межнациональный конфликт, на территории города не зафиксировано. Ситуацию можно характеризовать как стабильную. 3 заявителям мы в том году предоставили материальную помощь на завершение строительства жилого дома на общую сумму
500 тысяч, в этом году у нас сумма 700 тысяч. Провели на этой неделе комиссию, вчера я лично выезжал с комиссией, смотрели те дома, заявители на которые подают, изъявляют желание, чтобы мы им помогли. Вот. И, кроме того, на выкуп жилья предусмотрена сумма 11 миллионов 400 тысяч рублей. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся на республиканском уровне. Это праздник Хадерлес, где район был представлен павильоном с элементами крымско-татарской культуры, предметов быта и национальной кухни. К годовщине подписания указа президента Российской Федерации проведены мероприятия возложения цветов к памятнику жертв депортации, где приняли участие все руководство района, депутатский корпус района, духовенство, представители общественных организаций. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов отметил, что на сегодняшний день остается много проблем, над решением которых работает Государственный комитет. Социальные проекты и выкуп жилья, и материальная помощь. В части обеспечения межнационального согласия мы услышали, какое количество мероприятий, какое количество средств осваивается. Мы услышали о том, что у нас средства массовой информации сегодня в эту работу вовлечены и полностью участвуют в том, чтобы вести разъяснительную, агитационную, пропагандистскую работу. Поэтому, конечно же, здесь опора на муниципальное образование, она безусловна, поскольку наши усилия республиканских органов власти прежде всего направлены на то, чтобы целевая наша, скажем, задача и чего мы должны достигать, это люди, которые проживают в регионах, которые проживают на местах, которые должны на себе ощутить те результаты работы, которые мы реализуем. По итогам заседания коллегии было принято решение продолжить работу в сфере реализации указа президента Российской Федерации по реабилитации репрессированных народов и реализации стратегии государственной национальной политики, а также усилить эффективность деятельности отделов по делам межнациональных отношений городских и районных администраций. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Сегодня в КФУ имени Вернадского проходит международная научно-практическая конференция на тему «Современные информационные и коммуникативные технологии в глобальном мире. Вызовы и возможности». На конференции была и наша съемочная группа. В мероприятии приняли участие научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, профессионалы практики, представители органов государственного и муниципального управления и общественных организаций. По словам организаторов, для участия в конференции подобного масштаба собрались гости из разных уголков России. Их цель – передать наработанный профессионалами опыт студентам. У нас более 400 заявок на конференцию. Это, естественно, все ученые и практики Крыма. Это наша материковая Россия, гости из Астрахани, Москвы, Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Еревана, Минска. Способствование развитию и модернизации информационных, коммуникационных, коммуникативных, издательско-полиграфических, рекламных и медийных технологий посредством синтеза научно-исследовательских и практических наработок в отрасли и в деятельности общественных организаций стали главной идеей мероприятия. Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых подчеркнул актуальность научно-практической конференции. Актуальность трудно переоценить. В Крыму, особенно в последние 2,5 года, фраза «информационная война», фраза «информационное противостояние» не является книжной, не является рекламной, к сожалению, является реальностью, в которой мы работаем. И посему всегда актуальным становится вопрос профессиональной подготовки кадров, дефицита кадров, умение работать с прессой, умение работать с иностранной прессой. Ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Донич в своем выступлении отметил важность донесения информации до общественности без различных искажений. Кто владеет информацией, тот, это не новая фраза, тот владеет, по сути, миром, да, и может управлять эффективно тем или иным направлением, объектом, структурой и так далее. По итогам конференции в ноябре этого года будет издан сборник научных трудов. Нариман Тарсинова, Абдулла Аджасман, Энвер Умшевич, телеканал Миллет.
В Судакской школе номер 3 с крымско-татарским языком обучения уже на протяжении нескольких лет занятия проходят во вторую смену. Это приносит большие неудобства родителям и самим школьникам. Подробности в сюжете Алиме Кайбулаевой. Школа с крымско-татарским языком обучения в Судаке рассчитана на 160 человек. Но сегодня здесь обучается более 300 учащихся. По этой причине дети вынуждены учиться во вторую смену. Последний урок заканчивается в 6 вечера. Администрация школы просит местную власть выделить дополнительные учебные помещения. В этом году в первый класс пришли 53 ученика. Мы этим гордимся. Но теперь нам не хватает учебных помещений, поэтому мы вынуждены учиться во вторую смену. Это наша самая главная проблема. Из-за этого наши дети не могут учиться и развиваться в полную силу. В этой школе 18 классов. Все кабинеты отремонтированы и оснащены новым оборудованием. Благодаря интерактивным доскам учителя могут проводить интересные и полноценные занятия. В этой школе создаются хорошие условия для учеников. В нашем классе есть такая вот интерактивная доска, много дидактических материалов. Мы всеми ими пользуемся и проводим с их помощью уроки. И ученики очень легко воспринимают и осваивают пройденное. Также школе необходим большой спортивный зал, поскольку занятия по физкультуре у детей до зимнего периода проходят на улице. Наша школа очень маленькая. Было бы хорошо, если построили новый спортзал. Уроки физкультуры мы проводим на улице, потому что в этом спортзале им очень тесно. Дети, родители и учителя не теряют надежды на то, что их проблема в скором времени решится. И в следующем учебном году они будут учиться в первую смену. Алиме Кайбулаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Симферополе в Доме дружбы народов Крыма состоялся первый этап кастинга конкурса красоты «Крымская красавица-2016». В нем приняли участие девушки разных национальностей, представительницы национально-культурных объединений полуострова. Подробности отборочного тура в нашем сюжете. Уже в первый час кастинга приняли участие 18 очаровательных девушек разных национальностей. Красота, талант и харизма – все это есть у каждой из участниц. Условием первого этапа является рассказ о себе и о своих увлечениях. Девушки, которые не успели попробовать свои силы сегодня, могут принять участие в дополнительном этапе конкурса 22 октября. Организаторы «Крымской красавицы» надеются, что в этом году география мероприятия будет намного обширней. Всех участниц, прошедших отборочный кастинг, организаторы подготовят к дефиле, хореографии и ораторскому мастерству. Наши участницы пройдут небольшой курс, исторический курс, введенный в культуру народов, проживающих в Крыме, а также их элементы хореографии, их традиции, где изучать будут наши участницы не только собственную культуру, собственные традиции, собственного народа, также они познакомятся с традициями народов, проживающих в Крыму. Основной целью конкурса является раскрытие неповторимых особенностей национальной культуры народов Крыма, воспитание и уважение к сложившимся традициям других народов, проживающих рядом. Каждая девушка выходит на сцену не просто показать свою внешность, но и с достоинством представить красоту и культуру своего народа. В первую очередь все этапы самого мероприятия, которое будет проходить на сцене, будут заключены в том, чтобы девушки отражали свою родную культуру. То есть это красота родного языка, это прелести национального костюма, это отражение своих этнических особенностей в национальной традиции. Ну и, конечно же, все, что приемлемо и для обычных конкурсов, то есть внешняя красота, конкурс современных костюмов, свадебных нарядов тоже, конечно же, для них будет устроен. Напомним, что конкурс проводится с 2003 года. В прошлом году в нем приняли участие девушки 11 национальностей. Первое место заняла крымская татарка Ава Сейтумерова из Бахчисарая. По словам организаторов, в этом году желающих принять участие в «Крымской красавице» намного больше. Самым юным участницам 16 лет. Будущие конкурсантки поделились своими впечатлениями. Присутствуют переживания, но я попробую показать себя и в дальнейшем надеюсь, что все будет хорошо. Я буду показывать культуру своего народа, крымских татар, и я попытаюсь достойно и гордо представить нашу нацию. Меня поразило то, что здесь очень позитивные люди, дружелюбная атмосфера. Нет такого, что конкуренция, там все друг друга ненавидят. Все спокойно и мирно. Мне нравится. Кастинг прошел на высшем уровне, все очень хорошо организовано, все очень положительные, красивые девушки. Мне все очень понравилось. Эмине Ибрагимова приехала из солнечного Судака. Ей 22 года. По образованию арт-директор. В такого рода мероприятиях принимает участие впервые. Занимаюсь в свободное время от работы восточные крымско-татарские танцы,
обожаю готовить, особенно нашу крымско-татарскую кухню, манты, чебуреки. Среди девушек можно встретить и тех, кто участвовал в конкурсе в прошлом году. Мне очень понравилось, очень теплые отношения остались с девочками, организаторы были на высшем уровне. Думаю, что в этом году также будет все классно, очень душевно и тепло. Финальный этап конкурса пройдет в декабре в Государственном музыкальном театре. Приглашаются крымчанки разных национальностей, представительницы национально-культурных объединений Крыма в возрасте от 16 до 30 лет. Конкурс красоты и национальной культуры «Крымская красавица-2016» будет проведен в нескольких номинациях. Для победительниц отдельных конкурсов предусмотрены поощрительные призы, а главная красавица получит золотое украшение. Айша Шулакова, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». В этом месяце единственный в мире крымско-татарский общественно-политический литературно-художественный журнал «Йылдыз» отметит свой 40-й день рождения. Первый выпуск журнала вышел еще в Ташкенте. Несмотря на трудности в годы возвращения, журнал издается по сей день. Сегодня редакция «Йылдыз» находится в столице Крыма. Там побывала и наша корреспондент Султания Меджид. Журнал «Йылдыз» играет важную роль в сохранении и развитии крымско-татарского литературного языка. В ноябре 1976 года вышел в свет первый номер журнала. В течение 2 лет он издавался в виде альманаха и выходил 2 раза в год. В 1980 году «Йылдыз» стал журналом и выпускался раз в 2 месяца. На сегодняшний день вышло 233 номера журнала. По сути, журнал является продолжением тех изданий, которые были в Крыму до депортации. Это и журнал «Иллирий», это и журнал «Эдебиат» и остальные. Да? Поэтому сегодня журнал, как наследник той эпохи, продолжает те же традиции. И вот, родившись в 1976 году, в местах депортации, он переехал в Крым. Сегодня мы заботимся о том, чтобы журнал был содержательным, чтобы он отвечал разному кругу читателей, чтобы в нем публиковались не только крымско-татарские писатели, но и, так сказать, самодеятельные, будем говорить, авторы. В 1970-1980-х годах «Йылдыз» был одним из немногих изданий на крымско-татарском языке. С инициативой создания литературного журнала на родном языке выступила группа крымско-татарских писателей. Среди них поэт, прозаик и литературовед Риза Фазыл. Литературные произведения должны печататься в книгах и в журналах. Поэтому еще в 70-е годы мы решили создать такой журнал. 7 наших писателей, объединившись, написали письмо с обоснованием, для чего нам нужен этот журнал. То, что журнал существует, это большая заслуга для нашего народа. На страницах журнала печатались новости крымско-татарской культуры, материалы по крымско-татарской литературе, истории, музыке и произведения художественной литературы. Главный редактор журнала «Йылдыз» Дилявер Усманов в недавнем времени написал стихотворение «Парылда Йылдыз» и отметил, что, возможно, его произведение будет напечатано в следующем выпуске журнала. «Йылдызларның йылдызы парылдай о yıllar boyu. Tilimizning qoruyucusu, yoldaşımız ömür boyu. Selam berip kelip yeter, saçar sakin nurlarını, bir yürekke o yer, yarıklatır bir yurtni, bir sözü bir nas gibi, şairlerge o saz gibi, düşmanlarga bir ok gibi, evladıma o dost gibi. Umut berer müşkül günde, söndüralmaz iç sert yeller, sarsa zulmet kıyamette, asker olur saf şiirler. Yatlar keler, yatlar keter, kamçılandın tuğan tilim, halkım üçün oldun asker, boysunmagan menim ilim. Kökte sönse yıldızımız, pek urulsak da özümüz, kene dermen, бар bir yıldız, mavi yıldız, bayrağımız. Каждый желающий может подписаться на журнал «Йылдыз». Почтовый индекс 75298. Стоимость подписки 83 рубля 32 копейки. Султания Меджид, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». С 22 по 23 октября в Судаке будет проходить открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти героя Советского Союза Амитхана Султана. Соревнования пройдут по адресу город Судак, Тенистая аллея 5, спортивный комплекс спортклуба братьев Салиевых. Начало соревнований в 10:00. Подробную информацию можно получить по телефонам +7 978 862 73 31 Салиев Изет Аблялимович и +7 978 862 73 32 Салиев Исмет Аблялимович. Среди спортсменов будут представители как нашей Республики Крым, так и других субъектов Российской Федерации. Среди них призеры, победители различных международных мировых чемпионатов и турниров.
Всех желающих повлиять за спортсменов и принять участие приглашаем 22 октября в город Судак. Завтра всех любителей оперной музыки ожидает яркое представление. В Крымской государственной филармонии состоится сольный концерт оперной певицы Арзы Меджидовой. Начало концерта 18:30. Не пропустите. На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До завтра.